умудряешься совмещать вот эту вот легкость, позитив и такие бои, брат? Слушай, братан, я думаю, это с опытом пришло, потому что когда вообще начинается профессиональная карьера у любого спортсмена, они чуть такие относятся к этому слишком серьезно и навешивают на себя большие ярлыки, что там дома кто-то смотрит, люди приходят болеть, из-за этого на них это давит. А с опытом я понял, что это моя типичная работа, как ты выходишь, интервью берешь, и я также должен выходить, то, что я подготовил к бою, я должен это показывать. Я заметил, что ты после каждого выпада, после каждого взрыва, из-за того, что тебя прессинговал Азам, ты разворачивался. Это какая-то тактика специальная такая? Слушай, я чувствую дистанцию, если я понимаю, что Азам же, когда, в принципе, в боксе в средней дистанции уже боковые удары идут. А когда чуть подседаешь и убегаешь, эти удары мимо пролетают. Если бы я по прямой уходил, он мог бы достать. А я подседал и убегал. То есть твои вот эти развороты, это чисто сбить темп? Ну да, я уходил за счет этого, значит, на свою дистанцию. Потому что с Азамом работать в средней дистанции очень опасно. Слушай, когда вчера мы взвешивались, я смотрю, вроде он не такой большой, а сегодня я такой смотрю на него, здоровый оказывается. Представляешь, да, здоровее меня еще. Я думаю, я чуть-чуть побольше, а он еще больше меня. Ошалеть. Ладно, слушай, а как тебе поддержка таджикских болельщиков? Шикарно. Приехал бы в Таджикистан побиться? Да, с удовольствием. Я думаю, знаешь, вообще в Азии самая лучшая база фанатская. Да я не люблю называть людей, болельщиков, фанатами, потому что это чуть, я думаю, некрасиво по отношению к ним, потому что они приходят болеть душой и сердцем, и если кто-то проиграл, они так же переживают, как за своего родного человека. Наверное, за людей, которые так переживают, я бы хотел, конечно, чтобы за каждого спортсмена так болели, и подраться в Азии шикарно было бы. Супер.